Наша учительница добрая, хорошая, мы ее очень все любим. Своего учителя по русскому 3 Б не променяет ни на кого другого, как и Марит Кадзоева свою профессию. Ей она дала почти 40 лет. Преподавать начала сразу после окончания педколледжа в Грозном. Следом заочно окончила Ингушский государственный университет, факультет филологии. Не раз ей предлагали взять классы постарше, но педагог отказалась. Говорит, что открывать ребенку мир знаний интересней. Каждый день это совершенно не похоже на другой день. Это разные интересные игры, интересные занятия с детьми, открытия новые с детьми, что мы познаем. И ежедневная вот эта работа, я вижу, как мои дети растут, как они вовлекаются в работу, как они учатся. Для ученика педагог не только источник знаний, но прежде всего наставник. А чтобы быть примером, нужно найти свой особый подход, уверена Марит Магомедовна. Так что учитель – это еще и тонкий психолог. А для младшеклассников важно дать знания в увлекательной для них форме, загадок. Учитель начальных классов, он как никто должен быть ближе к детям, знать его пробелы, знать его душевный мир, быть с ним постоянно на равных, я считаю. По-другому не получится. С тем же увлечением и интересом нужно подавать учебный материал и учащимся постарше, отмечает Радимхан Вышегурова. Предмет биология важный и непростой. В общении с аудиторией важны голос и четкая дикция. При расщеплении глюкозы, что у нас образуется, конечный продукт какой? За плечами у Радимхан Султанбековны 46 лет учительского стажа и ни дня мыслей сменить профессию. Свою учительскую деятельность начала с 17 лет в 3-й Назрановской школе, одновременно являясь студентом заочного отделения Ингушского государственного университета. Пошла работать в 1975 году, 1 класс мне дали. 2 года я вела этот 1 класс. Я с ними танцевала, и репетировала. Мы изучили, техника чтения у меня была лучше всех. Когда проверял завуч, он отметил, что действительно у меня техника на высшем уровне. То есть я смогла их научить, несмотря на то, что я не заканчивала ни педучилище. В любом классе всегда есть дети, которых тяжело заинтересовать, да и дисциплина не на высшем уровне. На них у Радимхан Вышегуровой свои методы воздействия. Я с ними что делаю? Если видит, сидит, отвлекается, я просто подхожу к нему, даю ему наводящий вопрос, самый легкий. Даже подыгрываю ему, можно сказать, подыгрываю. И стараюсь ставить такую неплохую оценку. И тогда он так удивляется этому и думает, да я еще могу что-то делать, да я еще многое могу сделать. А потом говорит, а следующий урок вы сможете мне 5 поставить? Ну, конечно, смогу 5 поставить, только тебе нужно лучше выучить. То есть уверенность в себе ребенок никогда не должен терять. Основное правило педагога – как можно меньше плохих оценок. Получить 2 от нее почти невозможно, делится учащийся. Она очень хороший педагог, она просто прекраснейшая, она объясняет очень хорошо. Просто по любым вопросам мы можем к ней подойти, спросить у нее, она все очень хорошо объяснит и будет очень понятно. В жизни каждого наставника был свой учитель. Тот, кто заложил основы личности, кто направил на нужную тропу знаний. Их забыть невозможно, говорят Марит и Радимхан. Начинала я работать у Бековой Розы Макшерипевны и Зурабой Розы Алиевны. Бесконечно благодарна этим людям, которые научили всем азам. Анташкиева Довхан Магомедовна, это моя биолог. Это Медов Якуб Жабраилович, мой филолог. Это Марзиева Фатима, которая работает до сих пор в Икажевской 2-й школе. Багаудиновна, Фатима Багаудиновна. Вот. Это Борис Магомедович Шадыжев, который занимается творческой деятельностью на пенсии. Это Галина Ивановна Шилова, которая вела у меня географию. Я желаю им всем крепкого здоровья и долгих лет жизни. Ну а ученики, в свою очередь, желают своим преподавателям в их профессиональный праздник всего наилучшего. От всей души поздравляю наших учителей, желаю им крепкого терпения, хороших стальных нервов и всего самого наилучшего. Здоровья и чтобы они хорошо нам рассказывали уроки. Я люблю учителей. Я бы хотела пожелать, чтобы они были богаты, им было все хорошего, и всем было хорошо, учителям.
Труд учителя – непростая ноша. И главная награда для них, чтобы каждый ученик нашел свое призвание в жизни. Дана Плиева, Адам Далаков. Новости 24.